Я еще хочу, понятно, сейчас это касается не только российской задержания на российской границе, но в силу своей такой более-менее информированности о том, что происходит, у меня возникает вопрос, есть ли вообще у абхазского государства претензии ко мне. Я исхожу из того, что там, с этим скандалом, связанным там, с Кибетбанком, где сын Беслана Куправа и Инал Куправа, возглавляя финмониторинг Национального банка, без уведомления своего начальства. Вашему задержанию дорогой. Нет, я просто объясняю, но я вижу, мне кажется, это взаимосвязано, потому что дальше он приходит в Кибетбанк и просто фотографирует с экрана, нарушая всякие нормы, дисциплину и так далее, закон, всякие платежки. Потом он меня там не находит. Но потом он ищет в поисковике, в том компьютере, который ему предоставили, он ищет меня там, Руслана Хаши, он ищет почему-то Сергея Шамба. Потом эта информация идет, потом я как знаю, идет и на Луарценба. То есть это даже не СГБ. Вы разберитесь вот в этом. Вот здесь вот этот огромный пласт проблем, которые мы говорим на границе, но здесь, вот здесь, когда вы здесь разберетесь, тогда и там, может, на границе тоже перестанут массово. У нас слили полностью, я так понял, список людей, которые работают, бедных сотрудников, которые работают в международных организациях, ни в какой политической жизни не участвуют. Они не заявляют даже, вот их тормозят. И чисто случайно узнаешь как-то, что их тормозят. Годами тормозят. Слили списки всех, которые там гранты получают. Сейчас пошли там журналисты, там политики, там общественные деятели. Это как Гидра, вот такая разветвленная Гидра, и она не может быть исключительно с российской стороны. Я понимаю, там у российской стороны тоже есть какой-то интерес с нашей стороны, но без отсюда, без внутренней поддержки. Вот почему что мы не Ну вы же разбирались, когда мы разберемся, да, это понятно, все это сейчас с отговоркой. Дело, если разобраться, надо министр иностранных дел, где он у нас сегодня внешней политикой не занимается, дипломатов не принимает, он как Министерство правды, там начинает искать какие-то антироссийские элементы. Я не знаю, как спецслужба проходит у нас. У меня вопросы. Он подменил собой все службы. Что это такое? Медиацентр выпускает информацию, и сразу целая группа аффилированных телеграм-каналов анонимных, которые и про абхазцев ничего хорошего не пишут. И основная мысль, это абхазское государство не состоялось, и она должна войти в Россию. Или в Грузию. Да, типа Снелаев, типа Сухумская кофейня, Сухумская еще Хорошо, как можно вообще это все читать, когда анонимы, все что угодно, все, что придет в голову, можно написать и загружать в мозг. Это чуть-чуть разные вещи. Создается информационное поле такое. Они друг друга... Ну, если на это реагировать, если вот это читать, цитировать, Нет, можно очень простой. Чем больше Это просмотров, проблема государства. Это не наша. больше интересно, наверное. Об этом- Сами как бы их... Но это они делают, чтобы это развивалось, не мы. Не, вот смотри, нет, Слава Богу. Это ваша прямая задача, это угроза нашей страны. Да ладно, вот это сейчас какой-то аноним там появился. Это не аноним, это целый пул ников. Слушайте, вы не слышите? Хотя да, если незаконный, да, можно я на одну фразу? Если документы сфотографированные кем-то в каком-то банке, целый зам председателя СГБ прокомментировал на национальном телевидении, то да, конечно, а зачем нам читать эти телеграм-каналы? Поэтому мы вам не верили, мы в ГАЛ, когда ездили, только рассчитывали на СГБ. Это незаконно, но что говорить, что это нормально? Министерство иностранных дел со всеми этими делами, потому что я лично имею как бы уверенность, года 2 назад, просто факт, который вы тоже, наверное, должны, об этом знать. Ко мне написал, там, по мессенджеру написал, кто-то журналистом представился, и там он просил, там, тогда еще вот этой моды на телеграм-каналы не было, она только начиналась. Если кто-нибудь там порекомендуйте какого-то журналиста, чтобы работал на телеграм-канал, я думаю, сейчас по Кавказу многих там
кто-то региональный там хочет и так далее. Эту девочку порекомендовал одну, потом через период забыл, вообще не помню. Потом, оказывается, это был, как его, канал «Сухумская кофейня». Сухумская кофейня позже выяснила, потом девочка работала какой-то период, но она, знаешь, там информационная политика Сухумской кофейни заключалась в том, что вот здесь идет спокойная информация, типа Абснопресс, и потом, ну вот она вот такой обычной занималась, а потом идут, да, вот эти всякие сбросы, да. Она пару месяцев поработала и перестала. Через какое-то время там моя, извиняюсь, супруга там говорит, вот там меня на этом канале там оскорбили, что там что-то какая-то агентка, там еще что-то. Я говорю, на каком канале? Ну, я говорю, ну мало ли анонимно сейчас, потому что многие где оскорбляют, сейчас я реагировать буду. На следующий день она, оказывается, это своим девочкам по работе показала, она говорит, так это же Инала знакомый говорит. То есть вот этот человек работал раньше, вот это Одесса, Донецкая область, когда Инал Арзенбах курировал вот это направление в администрации президента. Он их привел, все его дети. Да, и вот эти дети его, как информационные цыгане вот эти, они сейчас на Абхазском поле изображают нас абхазцев. Да, вместо нас. Вместо нас играют, бьют, что вот они патриоты анонимные, и что вот эти гады, вот эти предатели. Президент поставил задачу, говоря на абхазском телевидении, официально на встрече с интеллигенцией и так далее, что деятельность, значит, антироссийская, естественно, ИМИД и СГБ, все ищут эту деятельность, но ее найти не могут, поэтому через анонимов клевету сбрасывают. Что у вас здесь, если официально нет, в списке сбрасываем, если сейчас мы жили бы в правовом государстве, мы должны были подать на президента в суд и выиграть у него суд, потому что нет никаких фактов, никаких. Телефонное право, любой суд, все решается, кому что отдать, кому что предать и так далее. Все так решается.